Сабалар қайыр саатлерді 8:30 эфирде заман. Бүгін Қырмыжғалының 776 күні кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Меджлис онен программасыны таздықламаған ишғал олынған территориялар іші бойынша вице-премьер еле чалышмайжақ. Бұл ақта Народный фронт фырқасының депутаты Георгий Лагвинский білдірді. Белеки Украинаның яңа акимиетінде атове ишғал олынған территориялар ішлері бойынша вице-премьер вазифесі пейдаула. Бұл вазифеге Владимир Кистионны тайынлей білелер. На сегодняшний день Меджлис крымско-татарского народа не видел ни программы, ни задачи, которые должен делать этот кандидат. Потому что вице-премьер, он несет ответственность за 200-тысячный народ, который сегодня лишен возможности государственной защиты, защищая себя сам под страхом 14 лет лишения свободы. И говорит о том, что украинский народ, о том, что Крым это Украина. И вместе с этим, с Меджлисом, как органом самоопределения коренного народа Крыма, никто не собирался или не согласовывал до данного момента этого кандидата, и нам непонятно, какая у него будет программа. Будет он поддерживать блокаду, будет ли он торговать с Россией, или будет ограничивать. И мы так тоже не можем голосовать. И очень это странно, что те люди, а это опять же предложение блока Петра Порошенко, не нашли возможность согласовать такие необходимые обществу вещи. Поэтому... Вильнюсте Бутундуния Қырым-татар конгрессінің ижра комитетінің топлашығы екінленді. Күн тәртібінде музакире етілген суаллер арасында Қырым-татар халқының вазиеті ве 18 майыс матем күннен бағылы суаллер. Тәфсилатлы жа біздің мұғберлеріміз біле. Қырым-татарлар бүтін дүния конгрессы ижра шурасының топлашығы екінленді. Евсі диаспоралар 18 майыс 1944 жетенесі сүргінді құрбанларына бағышланacak тәдбірлер ақында сөз үртеттілер. Привлекать мы будем украинцев, граждан Украины, которые приехали в Польшу и живут, не знаю, работают, либо просто учатся, да, к тому, чтобы вместе встретить и провести этот день, 18 мая. И вот целый ряд разных мероприятий, начиная от дискуссии, от реквием вечера такого, да, в рамках которого мы будем разговаривать. Херсон вилаятында evlerinin құрылыш мәселесі де музыкре етілді. Кечкен ижра комитетінің топлашывында екі жами құрылышының ішлеріні Анкара диаспорасының векілері алды. Милли Меджлис азасы Гульнара Бекированың айтқанына көре, Генический районында топырақ айрылды, енді әршей Түркияге бағлы. Участок под строительство мечети 20 соток и председатель исполком сельского поселкового совета партизаны выделили 50 соток земли. Они будут спонсировать эти проекты, они будут изготавливать. И результатом, наверное, мы уже увидим через месяц, через полтора-два. Қырым-татарларының лидері Мустафа Джемилевна Миколас Ромарес адына Литваның университетінің доктор мукафатына лайық көрділер. Конечно, очень приятно, очень особенно для человека, который не имеет высшего образования, получить диплом почетного профессора, почетного доктора наук. Бүтін дүния Қырым-татар конгрессінің ижра комитет топлашығы келечек сефер июль айында Түркияде Eskişehir шәрінде өткелечек. Гульсум Халилова, Асан Эминов, Заман, АТР. Онен берабер Қырым-татар халық лидерлері Литвания президенті ве парламент елбашысы еле көріштілер. Литвания ве Украина арасында олған мұнасебетлері ве Қырымда Қырым-татарларының вазиеті музакире етілді. Онен берабер Қырым азат етілуінің Чезов еллары оғырында субет алы барылды. Мы оговорили ряд вопросов и механизмов их реализации, связанных, скажем так, с координацией общеевропейской политики в отношении ситуации, которая сложилась после нападения России на Украину. Мы пытаемся максимально найти понимание в предлагаемых нами действиях, и с удовлетворением хочу отметить, что мы их находим. Литовский Сейм принял резолюцию о правах человека в Крыму, в крымо-татаров, и мы никогда не признаем аннексию Крыма. И всегда будем и дальше бороться за восстановление Крыма в составе Украины.
Крамве Херсон вилаятында Украин радио яйынлауларына девам етмек үшін Херсон вилаятында 150 метрлік көлетіклежеклері. Крамышлері бойынша Украина информацион сиясетін азерінің меслиячысы Эмине Джипар білдіргенне көре, оны Геническ районында тіклемеге планлаштыралар. Белеке Крам ишғалінден сон ярымада ве Херсон вилаятының бір қысымы Украин радиосындан марум қалды. Чүнки далғаларыны тарқатқан хуле Орқапу районында ерлеше андан шымды Рус радио далғаларыны тарқаталар. Ініціатива приватної особи, яка готова швидко побудувати вежу у 150 метрів. І сьогодні ми чекаємо від Херсонської ОДА вже конкретної розмови з приводу земельної ділянки. Якась там сьогодні проводиться аудит, шукається земля, яка може бути виділена. Кілька радіочастот вони вже прораховані, кілька ще прораховуються. І як тільки ця координація по Чорноморському басейну 4 радіочастот відбудеться, буде оголошено конкурс. Кереч сакинлері ішке түшеже Кереч Ахмеджи Тахияр треннің фиатындан шашалар. Керечтен Ахиярға бармақ үшін 1,5 рубле масраф етме керек олажақ. Трен 8,5 саат yolda olacak. Ахмеджитке қадар трен 6,5 саат кетежек. Bir билет үшін 1315 рубле азырламақ керектір. Автобус вастасын енесе 3,5 саатта 400 рублеге Керечтен Ахмеджитке қадар бармақ мүмкіндір. Это в одну сторону, да, тысяча? Но я думаю, это, наверное, дороговато все-таки для людей. Тем более в Симферополь обычно ездят туда и обратно. Ну, то есть не на несколько дней. Там потратить 2600 просто на дорогу. Я думаю, это, наверное, все-таки завышенная немножко цена. Постель должна быть какой-то, может быть, перекус, там, ужин поздний, ранний завтрак, не знаю. Сложно сказать. Но мне кажется, цена, конечно, завышена, зная условия нашей железной дороги. Ну, немножко дороговато, конечно, но... Не знаю. Для сравнения, автобус около 300 рублей. То есть поезд... Дороговато, конечно. Наверное, нет. На автобусе, в общем-то, быстрее. Я считаю, можно доплатить, переплатить, потому что, допустим, на автобусе очень тяжело, жарко. Вот. Если условия хорошие, можно и переплатить, мне кажется. Да нет, мне кажется, много. Смысл автобуса мы быстрее получится. Много, конечно. Дороговато. Какая должна быть цена? Ну, я думаю, рублей 500-600. Ну, может, чуть-чуть дороже, чем автобус люди бы ездили. А так практически в 2 раза дороже. Это, я считаю, нереальная цена. Ну, кому надо, те поедут. И найдут и деньги, все. Тем более ездит автобусом и ездит поездом. Есть разница, наверное, в комфорте и всем прочем, да. Это нормальная цена. Я думаю, что мне дороговато будет. Ну, чтобы снизили, там рублей до 400. Ну, это же много будет. Ближе к цене автобуса. Да. На автобусе реально будет и быстрее доехать, чем на поезде за такую цену. Считалось всегда, что железнодорожный транспорт самый дешевый. Ну, как бы вот такая практика, по крайней мере, раньше была. Поэтому это, конечно, ненормальная цена совершенно. Даже для вагона СВ 700 рублей. Это я понимаю, что от Керчи до Симферополя это всю ночь ехать, опять же. Ну да. Ну, я не вижу в этом смысла. Усатқа сонки хаберіміз еді сілерге ейкунлер тілейм. 12.30-та шығачақ заман яйынна қачырманы. Көрішмек үзіре.